Любой из вас может зайти, за минуту зарегистрироваться и за 3 минуты создать любой объект в городе Ижевске. Либо просто зайти и полайкать те объекты, которые уже есть. Таким образом у меня получится 10 вещей, которые нужно посмотреть в Ижевске в первую очередь. И это реально поможет людям из других городов составлять свой маршрут по Ижевску. Поэтому вам всем, раз уж вы сюда пришли, домашнее задание. Вы сегодня должны вечером прийти, зарегистрироваться на Смородине и создать как минимум 3 объекта в Ижевске. У вас на это уйдет 10 минут. Пожалуйста, я прошу вас пожертвовать своим временем ради того, чтобы Ижевск наполнился достопримечательностями. Ну и мисс Смородина, естественно, наполняет все достопримечательности, которые мы встречаем в пути, она добавляет на Смородину. У нас есть очень интересный проект, который мы делаем совместно со спутником во всех городах. Он называется «Сердце города». Значит, что это такое? Есть такое выражение «сердце города», но нет ни одного города, где на карте была бы нанесена точка «сердце города здесь». Поэтому мы решили искать вместе со спутником сердце города везде. И мы подумали, что на самом деле сердце города это не какое-то конкретное место. Сердце города это люди, которые его наполняют, люди, которые в нем живут. Поэтому в каждом городе мы просим жителей прийти на какую-то площадь, большую достаточно, узнаваемую, и встать в форме сердца. У меня есть с собой в багажнике вертолет, называется квадрокоптер, маленький вертолет с камерой, поэтому мне нужна достаточно большая площадь, чтобы он взлетать мог. Я его поднимаю в воздух, и мы сверху, на фоне вот этой узнаваемой достопримечательности, фотографируем сердце данного города. По итогам нашей экспедиции у нас получится несколько вещей. Первое, вы сердце своего города сможете найти на картах спутника, потому что у спутника есть картографический сервис, там есть свои карты. Второе, мы по итогам экспедиции сделаем выставку, которая будет называться «Сердца городов русских». И вместе со спутником она отправится в путешествие по стране, по всем городам. Соответственно, там будут, вот для примера, да, мы начали с Астрахани, там был это первый город, небольшое сердце, в Волгограде тоже, потом Нижний Новгород, там уже участвовал у нас 144 человека, в Пензе было около 100, Тамбов слева, по-моему, там 100, ну, в общем, тоже по 200, самое большое сердце и самое красивое в Чебоксарах. И вчера в Уфе тоже там было 183 человека. Люди, чем дальше мы едем, чем больше мы делаем сердец, тем более воодушевленно люди, когда это реагируют, и тем с большим энтузиазмом они включаются в эту игру и приходят. У нас сейчас уже очень много запросов о том, что а вот вы не проезжаете через наш город, можно мы сердце города проведем у себя без вас? Конечно, можно. То есть мы только приветствуем, чем больше у нас будет сердец, присылайте нам фотографии, тем лучше. По итогам этого компания «Спутник» выберет самое большое сердце, где будет больше всего людей в этом сердце, и городу с самым большим сердцем подарит бесплатный Wi-Fi в центре города. То есть в том месте, где вы будете фотографировать сердце, у вас в вашем городе может появиться бесплатный Wi-Fi, чтобы вы, ну, какой-то парк, скорее всего, да, или площадь, чтобы вы гуляли и пользовались интернетом. Еще один важный раздел, который у нас есть, это экоприемная. Нас поддерживает Министерство природы и лично министр Сергей Ефимович Донской. Мы когда проезжали через Москву, он к нам присоединился, и он даже построил сердце вместе с нами, он был внутри этого сердца. Значит, он сказал следующее: у него есть небольшая проблема. Он когда путешествует по городам, то мэры городов, губернаторы показывают ему свои успехи, а о серьезных экологических проблемах иногда замалчивают. Поэтому мы выполняем функцию народного контроля. У нас на сайте exprasha.ru через 3 дня уже появится полноценный раздел. Сейчас он уже тоже есть, можете оставлять комментарии. Вы заходите туда, выбираете свой город Ижевск и дальше пишите о той экологической проблеме, которую вы считаете самой большой, самой больной для города. Остальные жители тоже заходят, лайкают, дизлайкают, и у нас получится, то есть мы таким образом хотим найти самую большую экологическую проблему города Ижевска, и я лично передам это министру, он лично будет этой проблемой заниматься. Все города, которые мы проедем, он обещал эти вопросы решить. Поэтому, насколько я понимаю, у вас самая большая проблема это пруд, который не чистится, да? То есть вот вам тогда надо зайти на exprasha.ru, написать об этом более подробно, написать, что уже было сделано для того, чтобы решить эту проблему. Я министру передам, и, возможно, с помощью нашей экспедиции, или при поддержке, при помощи нашей экспедиции, нам удастся сделать город Ижевск немножечко лучше для его жителей.